400 тысяч леев планируется потратить ко дню празднования города, который пройдет 15-16 сентября. Именно эту сумму озвучил заместитель примара муниципии Камрад Федор Гайдаржи на заседании муниципального совета 4 сентября. От этой суммы из казны города будет выделено только 150 тысяч леев. Остальные деньги – это спонсорская помощь, оказанная на проведение мероприятия. Для проведения дня города 15-16 сентября, который мы наметили, предлагается утвердить смету предварительную, но я считаю, что это предусмотрено и 10% непредвиденных расходов. У нас фактически расходы в прошлом году по дню города составили 416 тысяч, в этом году предлагаем утвердить 400 тысяч и смету. За счет финансирования бюджета оставить в силе, как и в прошлом году, 150 тысяч лей, остальные за счет спонсорской помощи. На сегодняшний день уже представлены подтверждения генерального спонсора Вонаш Молдова, которые нам представляют 125 тысяч лей, это 55 тысяч, 45 тысяч одна площадка и 80 тысяч за, то есть перечислением. И технический спонсор Эфес Витанта 75 тысяч лей. И остальные мы должны разницу 350 минус 155 собрать за счет. В период отпусков в примарии города проделана большая работа. Подготовлены школьные и дошкольные учреждения к учебному сезону. Не остановили свою работу и комиссии муниципального совета, земельная комиссия, аукционная комиссия. Архитектура города подготовила более 30 вопросов, и все вопросы были единогласно приняты. Все те же все. Ну, с учетом того, что рекламные щиты в одном пакете. Да. Можно ставить на голосование? Да. Кто за, прошу проголосовать. Против? Воздержавшиеся? Сегодня примария и советники города активно работают, чтобы достойно провести празднование Дня города. Некоторые советники поинтересовались, будет ли готова к этому времени площадь города. Строительные работы закончатся, отлично проведем на площади. Если не закончится строительная работа, проводим возле примарии, как и провели на... Да. Мы провели здесь праздник вместе с Оранжем, очень красивый праздник получился. Поэтому ни в коем случае не торопим строителей. Но я вчера был в 12 часов ночи, я смотрю, что они работают, в принципе, работают. Возможно, что... Оживление вызвал вопрос о денежном поощрении семьи Барган, у которой родилась тройня. Первоначально планировалось выделить материальную помощь в размере 5000 леев, но по инициативе примара Николая Дудогла было выделено 10 тысяч. И выделить из резервного фонда материальную помощь в сумме 5000 лей жительнице Барган ЕВ для оказания материальной помощи в связи с рождением тройни. Кого рождение? Тройни. Я думаю, это Барган? Барган. Барган. Идем. Больше выделим? не каждый год, наверное, такой. Полностью поддерживаю, если есть откуда, можно еще собрать. Надо 10 тысяч жителей. Не каждый день тоже рождается. У нас еще было в Камраде в последнее время? Кто за должен? Было, ну, это... Не вышли, да? Я в Камраде не помню. Было, да, Джонгара. Да, было. Но никто из них Нет, не выжил. Поддерживаем предложение примарии. 10 тысяч? 10 тысяч, да. Может, с других источников еще это? Кто за, прошу проголосовать. Спасибо большое. Благодарственное письмо озвучил к концу заседания заместитель совета Георгий Метеогла от лица примарии и совета села Кирсово. Письмо. Мы на одном из советов принимали решение о выделении примарии села Кирсово гранитного камня для того, чтобы сделать памятник, мемориал дружбы народов, и к нам поступило письмо от примара и от сельского совета села Кирсово. Председателю муниципального совета муниципия Камрад Волкову Виктору Николаевичу. Уважаемый Виктор Николаевич, разрешите от своего имени и от имени всех жителей села Кирсово выразить вам и всему составу муниципального совета муниципия Камрад слова благодарности за взаимопонимание и поддержку в оказании помощи при строительстве мемориала дружбы народов в селе Кирсово. Мы высоко ценим ваш патриотизм, любовь к своей родине, поддержку всех народов, проживающих на территории Гагаузии.
Ваша поддержка высоко оценена жителями села Кирсово и останется в памяти на многие годы. С уважением, примар села Кирсово Сергей Сапунжи. Период отпусков прошел. Впереди много вопросов, которые требуют решения. Советники муниципального совета на сегодняшнем заседании показали, что они готовы к активной работе.